На территории республики не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в парках, скверах, расположенных в Республике Татарстан. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание. Уже с 28 марта на территории республики приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, комплексов, розничных рынков, за исключением находящихся в них объектов торговли, аптек, осуществляющих розничную сеть объектов торговли продовольственными товарами, иных объектов розничной торговли, расположенных в больших комплексах. Следующий момент, на который я должна обратить внимание. Ограничения не распространяются на продажу товаров дистанционным способом, доставку их покупателю, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена для продажи на территории республики, на территории Российской Федерации. Кроме того, уважаемые коллеги, оказание услуг общественного питания осуществляется дистанционным способом и на вынос. Следующий момент. С 28 марта на территории республики приостановлено бронирование мест и размещение граждан в санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Следующий момент, на который нужно обратить внимание. С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции. И покидать место самоизоляции нежелательно, не рекомендуется, только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, повторюсь, это новая мера, которая вводится, становится более жесткой, более сложной для нас с вами. Соответственно, я прошу принять эту меру, так как режим самоизоляции является лучшим способом предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Если мы говорим о гражданах старше 65 лет, то эти граждане являются самой уязвимой категорией с точки зрения осложнения заболевания коронавирусной инфекции, осложнений после заболевания коронавирусной инфекции. Уважаемые друзья, я еще раз хочу обратиться ко всем гражданам Республики Татарстан. Не нарушать режим самоизоляции, не покидать места пребывания, проживания, за исключением случаев, которые являются обращением за экстренной медицинской помощью или случаев, которые являются или имеют прямую угрозу жизни и здоровья. Кто имеет право покидать помещение в соответствии с тем, что осуществляет работу в учреждениях и предприятиях Республики Татарстан, которые относятся и прописаны в указе президента Российской Федерации. Это предприятия непрерывного цикла, это учреждения здравоохранения, это учреждения, работающие с продажей, и предприятия, работающие с продажей продовольственных продуктов, аптеки и так далее. Уважаемые коллеги, есть определенный перечень, прописанный в указе президента Российской Федерации. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение 1-2 дней будет доведен до сведения граждан Республики Татарстан, и покидать место самоизоляции можно только на основании этого порядка. Еще один момент, который я хотела бы проговорить. На сегодняшний день в Республике Татарстан проведена предварительная работа по организации доставки
в республике товаров первой необходимости, продуктов питания, а также дистанционной торговли и доставки по линии общественного питания. Соответственно, в случае затруднений и невозможности получить эти продукты одиноко проживающим гражданам, инвалидам, лицам старше 65 лет, вы можете обратиться по телефонам горячей линии 8 800 234 11 по данному телефону горячей линии с помощью волонтеров и представителей социальной защиты будет организована доставка продуктов питания и лекарственных средств. Кроме того, уважаемые коллеги, с 30 марта 2020 года приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Перевозки, связанные с отправлением грузов по Республике Татарстан, а также перевозки грузов в пределах Республики Татарстан, будут также осуществляться при наличии справки, выдаваемой организацией отправителем в форме, согласно приложению к данному постановлению Кабинета министров Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, сегодня делается все для того, чтобы сдержать возможность заражения жителей республики при контактах в повседневном общении. Хочу еще раз сказать, что покидать место самоизоляции – это значит нарушить на сегодняшний день требования, которые предъявляются к режиму, особому санитарно-эпидемиологическому режиму, который связан с коронавирусной инфекцией и распространением его в Российской Федерации. Еще раз резюмируя. Первое. Режим самоизоляции – это не прихоть. Режим самоизоляции – это необходимая мера разобщения для того, чтобы не было контактов. Покидать место изоляции в случае, если вы работаете, можно будет по установленному образцу справки. Покидать место самоизоляции в случае необходимости можно будет согласно установленному порядку, который будет доведен до вашего сведения дополнительно в ближайшее время. Прошу всех принять данную меру как меру необходимую, как меру актуальную, как меру, позволяющую нам с вами всем вместе предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, весь текст постановления будет опубликован и доведен до вашего сведения в полном объеме.